В эфире новости, в студии Василий Раченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Якутяне смогут получить вакцину от коронавирусной инфекции уже со следующей недели. Землетрясение магнитудой выше 4 баллов зафиксировали недалеко от поселка Тикси Булунского района. Работа скульпторов из Намского района стала одной из лучших во всероссийском конкурсе ледовых фигур. Жители Якутска смогут получить вакцину от коронавирусной инфекции со следующей недели. Об этом сообщила министр здравоохранения Елена Борисова в ходе прямого эфира в социальных сетях. Первую партию 3000 вакцин распределили в первую очередь в Якутске, поскольку наибольшая концентрация людей именно в столице. Поэтому поликлиники, получив препараты, вакцинировали всех медицинских и социальных работников. Новая партия 2000 доз, которая пришла с понедельника, будет дополнительно завезена по городским поликлиникам, поэтому со следующей недели жители смогут записаться на вакцинацию, рассказала Елена Борисова. Сделать это необходимо заранее по телефону. Новый британский штамм коронавируса является более заразным. Об этом также во время прямого эфира в социальных сетях рассказала министр здравоохранения Елена Борисова. Она сообщила, на днях состоялось совещание Роспотребнадзора, в ходе которого подтвердились случаи фиксации нового британского коронавируса на территории России. По информации ведомств, штамм действительно более заразный. Это мутация COVID-19. Любой вирус любит мутировать, приспосабливаться, приводятся слова министра. Одной из отмечаемых разниц является наибольший процент заболеваемости, то есть распространение этого вируса. Если обычным коронавирусом один человек может заразить 3, то британский от 6 до 9 человек. Также Елена Борисова рассказала, что новые объекты здравоохранения начнут строить в 5 районах Якутии в 2021 году. По ее словам, в рамках программы модернизации планируется начало строительства больниц и поликлиник, в частности в Усть-Майском, Момском, Татинском, Чурапчинском и Вилюйском районах. Кроме того, около 80 мероприятий проведут в республике по линии Министерства здравоохранения. Напомним, 2021 в регионе объявлен годом здоровья. В связи с этим пройдут традиционные ярмарки, акции и также большой съезд врачей. С 1 февраля бумажные медицинские карты станут не нужны. Поликлиники смогут отказаться от них, если посчитают это необходимым, поскольку правовой статус приобретают электронные аналоги документов. При этом будет учитываться мнение самих пациентов. По их заявлению, историю болезни должны будут оставить на бумаге. Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения России. В нем также уточняется, что помимо амбулаторных карт в электронный формат могут быть переведены и другие медицинские документы. Их перечень утверждает главный врач или руководитель учреждения здравоохранения. Граждане также получат возможность предоставлять доступ к своим медицинским документам врачам из других медицинских организаций. К другим темам. Сейсмологи накануне зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 в 51 километре от поселка Тикси Булунского района. Информацию подтвердили в якутском филиале исследовательского центра Единой геофизической службы РАН. Жители близлежащих населенных пунктов толчков не ощутили. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, жалоб от населения не поступало. Разрушений и пострадавших нет. Актированный день объявлен для всех учащихся школ столицы сегодня, 14 января. По данным УГМС, температура воздуха в районе аэропорта Якутск составляет минус 50 градусов. Для школьников организуют дистанционное обучение. Ранее мы уже сообщали, что из-за сверхнизких температур с 13 по 18 января дистанционную форму обучения ввели для школьников с 1 по 8 классы в Якутске. Капитальный ремонт завершается в образовательных учреждениях Ленского района. В прошлом году в школе поселка Нюя, помимо нового покрытия в спортзале, отремонтированной столовой, оборудованных кабинетов, появились и теплые туалеты. Впервые за всю историю школы. Теперь образовательный процесс проходит полностью в комфортных условиях. Также у школьников в поселке Нюя появились шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры, 3D-принтеры, благодаря чему уровень образовательного процесса в сельской школе стал на порядок выше даже некоторых городских. Но обстановка, в которой учатся дети, это немаловажный фактор в образовательном процессе. В этом году мы практически все наши садики, школы, все наши учреждения доп. Образования и в городе, и по поселениям, в принципе, полностью заканчиваем. Это у нас школа, еще ремонт в школу Пеледуи был, садик был в Витиме. Но, в принципе, мы доработали все, потому что я думал, что 2020-2021 год у нас остаются там частичные такие небольшие объемы работ, но на ближайшие 10 лет, я думаю, минимум, мы все наши учреждения 100% откапиталили.
Конкурс социальных рекламных проектов «Твоя позиция» завершился в Нерюнгри. Цель – выработать активную позицию молодежи. В районной администрации уже наградили победителей. Ирина Кичигина подробнее о конкурсе. Конкурс «Твоя позиция» был объявлен по 3 номинациям. Это социальный видеоролик, реклама для социальных сетей и социальный плакат и наружная реклама. Основную задачу организаторы определяют как привлечение молодого поколения к вопросам социального характера. Участники своими проектами высказывают свою позицию по поводу различных социальных процессов, которые происходят в современном мире. Также за последние годы проведения конкурса нужно отметить, что молодые люди действительно уделяют внимание глубоким проблемам, и повышается также качество проработки. Очень много ребят молодого возраста участвуют в конкурсе. Конкурс молодеет. Всего в конкурсе принимали участие 16 команд. По решению жюри победители определились по 2 номинациям. Ими стали команда Южно-Якутского технологического колледжа города Нерюнгри, которая представила социальный ролик «Бумеранг ошибочных действий», и Симык Екатерина, участница творческого объединения «Школа блогеров» Центра развития творчества детей и юношества города Нерюнгри. Я и мой преподаватель победили в номинации «Социальный плакат и наружная реклама». С детства нас учат бережно и аккуратно относиться к вещам, игрушкам, к природе. Этим плакатом мы хотели показать то, что нам, детям, нужна забота, любовь и понимание наших родителей. Также специальный приз от жюри получила команда школы номер 18 за ролик о Великой Отечественной войне «Мы памятью не торгуем». Победители получили памятные подарки и денежные сертификаты на сумму 10 тысяч рублей. Ирина Кичигина, Сергей Козюра, Нерюнгри. 2021 год в Хангаласском районе объявлен годом развития семейной экономики. Жители в течение года будут стимулировать заниматься личным подсобным хозяйством. Идея пришла из Черепчинского района, где в прошлом году в период пандемии жителям предоставляли земельные участки под картофель, оказывали помощь в закупке теплиц, рассады, поставляли животных и птиц для разведения. Данный пилотный проект высоко оценили на региональном уровне и рекомендовали к внедрению на других территориях Якутии. Сейчас разрабатывается план мероприятий в рамках года развития семейной экономики в Хангаласском районе. Поступили предложения по обеспечению семей саженцами плодово-ягодных культур, развитию семейных пасек и другие. Также в разработке находится эмблема года развития семейной экономики. Целью данного мероприятия, естественно, будет являться увеличение крестьянских фермерских хозяйств, плюс увеличение личного подсобного хозяйства в семьях. Самая главная цель, которую мы преследуем, это чтобы был достаток в каждой семье. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий tutu.ru проанализировал данные о проданных ЖД и авиабилетах. По данным аналитиков, среди тех, кто отправился в путешествие с 31 декабря по 10 января, 97% выбрали внутренний туризм и только 3% путешествовали за рубеж. В прошлом году соотношение было примерно 80/20. Средний чек за перелет туда и обратно по России составил 10 739 рублей, на 18% меньше, чем год назад. Стоимость оформленных билетов в страны дальнего зарубежья изменились незначительно, а вот билеты в Европу и страны ближнего зарубежья обходились покупателям в среднем на 29 и 52% дороже, чем год назад. Самыми популярными авианаправлениями по стране были рейсы между Москвой и Сочи, Санкт-Петербургом, Симферополем и Краснодаром. Работа скульпторов из Знамского района Якутии стала одной из лучших во всероссийском конкурсе ледовых фигур. Конкурс «Зимний вернисаж» проходил с 7 по 12 января в Перми. Темой стала ускользающая красота. Второе место среди 15 команд завоевали отец и сын Василий и Анатолий Аргуновы из села Мадут Намского района. В Якутске дан старт первому дню чемпионата региона по стрельбе из лука. Соревнования проходят в Центре спортивной подготовки «Триумф». О том, какие изменения в формате турнира ожидали спортсменов, расскажет Полина Долинская. Глядя на то, с какой легкостью спортсмены-лучники натягивают тетиву, может сложиться мнение, что стрельба из лука – это довольно несложный вид спорта. Но это мнение ошибочно, потому что за легкостью и синхронностью движений спортсмена не один час долгого и упорного труда. Чтобы спортсмен дошел
вошел в свою форму, да, что все движения у него дошли до автоматизма, выполнялись без ошибок. Для этого нужно очень много работать, стрелять, ну, объем выполнять большой. И, естественно, это требует много времени, терпения и усилий. Вот. И, конечно же, в психологическом плане это тоже сложновато. Если многие могут не выдержать такой темп, да. Ситуация в стране и в мире диктует свои правила. В связи с этим участникам и организаторам соревнования пришлось адаптироваться к новым условиям. В этом году чемпионат проходит в закрытом формате, то есть при пустых трибунах. Сами участники, в том числе и ведущие спортсмены Якутии, были допущены только при наличии отрицательных анализов тестов на ковид. При этом ПЦР должен быть не менее 3 дней от даты получения. Также участники должны придерживаться всех необходимых санитарных норм. Обязательно антисептики, маски, контроль температуры тела и социальная дистанция. Всего участников 144 человека, 21 команда участвует. Пандемия повлияла очень негативно, но это не только у нас, и по всей России, по всему миру. Но этот год мы начинаем первыми, открываем как бы спортивный год первыми. Первый день соревнований закончился выполнением 3-й группы лучников, упражнением на 18 метров среди женщин, мужчин, а также ветеранов. Победители чемпионата будут определены в классическом луке, блочном луке и спортивном традиционном луке. Также будут выявлены сильнейшие в командном первенстве по 3 спортсмена. В миксе будут определены по 2 участника. Финальная часть соревнований состоится в субботу, 16 января. По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда Якутии, которая в дальнейшем примет участие в первенстве, чемпионате и Кубке России, которые пройдут с 22 января по 4 февраля в городе Орел. Полина Долинская, Семен Семенов, Якутск. На это пока вся информация. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.